Добрый день. Мы в городе Волгореченске, точнее недалеко от него. Это Волгореченский рыбхоз, место, где с 1975 года выращивают разную рыбу, используя воду, подогретую Костромской ГРЭС. Она совсем рядышком. А это Виктор Алексеевич, зам генерального директора по рыбоводству Волгореченского рыбхоза. И он сейчас нам расскажет, как здесь выращивают стерлядей, карпов, а еще кого? Осетра, форель, белугу. В основном рыба выращивается для получения икры. Хозяйство с большой давней историей. Сейчас в стадии активного развития. И вот мы сейчас находимся на одной из площадок. Бассейновый участок. 8000 квадратных метров. В бассейнах выращивается, в основном сейчас содержится карп, осетр, стерлядь. А вот здесь кто? Это осетр ленский. Ленский осетр. Сибирский осетр ленской популяции. В Волжской воде. Тут для нас специально спустили воду, как делают в те дни, когда рыбу надо переместить из одного бассейна в другой, да, или просто Да, выловить? провести контрольный облов, то есть измерить ее прирост, скажем так, реализацию из бассейнов также делается, когда спускается вода. Видно, да, как там бурлят ленские осетры. А как устроены эти бассейны? Почему вот вода все время переливается из одного в другой? Вода поступает с ГРЭС самотеком. Конструктивно здесь сделано таким образом, чтобы происходил водообмен в бассейнах без использования насосов. То есть вода поступает с подпора по подающему каналу, разделяется на подводящие каналы, и, соответственно, проходя через бассейн, вода сливается. Необходимо воду заменять в бассейнах, потому что, во-первых, рыба дышит. Когда она растет, естественно, она питается. В процессе жизнедеятельности выделяет в воду продукты своей жизнедеятельности. Да. И, соответственно, если рыбу выращивать или содержать, точнее, так же, как в аквариумах, она расти практически не будет. Три основных фактора, которые позволяют активно выращивать рыбу в течение круглого года вот в наших условиях. Это теплая вода, кислород и корм. Поэтому по сравнению с обычными условиями природными, рыба здесь практически растет круглый год. Зимой, конечно, растет медленнее, летом более интенсивно, потому что рыба, животное холоднокровное, при низких температурах практически перестает расти. Исключая холодноводные объекты, форель, например. Получается, что здесь создается такие, как будто бы, это бассейн, да, но здесь это как будто бы река. Да, искусственная река. Каждый бассейн имеет объем 50 кубических метров. И сколько времени, как происходит сам процесс? Вот мальки, куда их сначала запускают? Вначале мы получаем икру от производителей. Производители содержатся в отдельных садках или бассейнах. Затем мы применяем определенную технологию искусственного получения от них половых продуктов, то есть икру, сперму. Получаем, оплодотворяем икру, инкубируем. Далее развивается, из икринок выходят личинки. Личинок мы кормим. Процессы инкубации и подращивания личинки и молоди происходят в закрытом помещении, в теплом. Там мы можем круглогодично получать потомство. Мы сейчас проходили мимо бассейнов разных, там не только, там вот соседи, например, были карпы, а там кто здесь? Это карп здесь. Вот здесь на всем этом ряду? Да, вот здесь, весь этот ряд, это молодь прошлого года, рождения мая месяца, навеска 200 грамм. Вот она прямо с мая здесь содержится? Нет, изначально мы получаем, когда икру инкубируем ее, подращиваем личинку в лотках специальных. Затем подрощенную личинку помещаем в пруд. Их несколько у нас за территорией бассейного участка. После этого уже осенью перемещаем из пруда в бассейны. Продолжительность выращивания рыбы за счет использования теплой воды ГРЭС позволяет получать за год такой крупный посадочный материал. Когда она уже сюда перемещена, то она здесь проводит время до того, как ее выловят уже. Да, практически так. В процессе роста она может сортироваться или рассаживаться в другие бассейны. Просто сейчас в
каждом таком бассейне 5-6 тысяч штук. А форель тоже для икры выращивается или для самой рыбы? Форель выращиваем для товарного направления, для реализации. Ясно. В розничную сеть, ну и у нас есть свой цех переработки также. А чем вы кормите рыбу? Для кормления используются разные виды корма. Самые дорогие это стартовые корма, то есть это когда личинка кормится. Это используются живые корма, специальное устройство для выращивания живых кормов. В смысле, рыба, что ли? Маленькая рыба, мальки? Или что? Маленькие рачки. Есть А, такой рачки. рачок, артемия. Вот яйца инкубируются этой артемией. Когда они выклевываются, эти маленькие вот рачки идут в корм личинки рыбе. Затем используются более мелкие фракции искусственных кормов. В основном мы используем корма импортного производства. Это касается выращивания осетровых прежде всего и молоди, карпа. Ну, затем уже корм дешевле. Корм для молоди стоит в пределах там от 800 рублей и более. Это вот стартовая именно корма. Это за что? За килограмм. Малька кормим кормом на веске до 50 грамм. Корм примерно стоит 200-250 рублей. Товарную рыбу, осетра, корм стоит в среднем 80-120 рублей. Для карпа корм, конечно, дешевле, он в пределах 50 рублей за килограмм. Это сколько нужно килограмма еды съесть рыбе, чтобы набрать килограмм живого веса? Но этот показатель называется кормовой коэффициент. В среднем, если говорить об осетровых, где-то он составляет 1-1,5 килограмма. Для карпа чуть побольше. Но это зависит от того, какой корм используется и какая задача ставится. Можно вырастить быстро очень рыбу, но при этом потратить больше кормов. Примерно понятно, почему рыба из рыбхозов столько стоит, сколько она стоит. Да, естественно, то есть это еще и труд людей, это и электроэнергия, и тепло. Тем более вот мы сейчас новое направление начали развивать уже в течение 3 лет. Это круглогодичное выращивание рыбы в замкнутых установках круглый год с очисткой воды, с насыщением воды техническим кислородом. То есть это более энергоемкое производство, которое требует больших затрат и средств, и людских ресурсов. Но вместе с тем позволяет выращивать рыбу круглогодично, сокращать сроки выращивания до 1-2 А здесь не лет. круглогодично, вот здесь вот. Ну, здесь круглый год выращивается, но используя, например, установку УЗВ, можно за год вырастить товарную рыбу. Ну, вы сейчас увидите сами. Ух ты! Это что такое? Это перевозятся осетры. Ага. Они откуда перевозятся? С садкового участка другого. Что? Вот видите, вот плывет, вот осеток идет. Белый, да. Ага. Вот этот ближе к русскому осетру. То есть у него белый ряд жучек идет. вдоль Жучки, спины. что такое жучки? Жучки это вот чешуйчатый покров, значит, вот, чешуя. А у осетровых имеется еще дополнительный ряд костных бляшек или наростов, которые называются жучки. Сейчас мы вот какой-нибудь поймаем. Вот, например. Вот, видите, у него 5 рядов жучек. Это вот костные бляшки, вот они. Ага. Вот на спине Да. и 2 боковых. Вот, так вот, это, допустим, сибирский осетр ленской популяции. У него такое вот темное тело вытянутое, жучки абсолютно не выраженные. То есть. Ага. А у русского осетра они более желтого цвета, блестящие такие, идет как окантовочка. Зачем скрещивать ленского и русского, если у него, значит, у одного 5, у другого 7, а у гибрида 5,5? Почему не используют ленского, у которого 5? Значит, во-первых, внешний вид, вот пойдемте 10-й, вот у нас 10-й бассейн, вот посмотрите, там более чистая вода. Ага. Можно посмотреть. Здесь, допустим, чем приятен? Значит, сейчас потребитель, во-первых, ориентируется на внешний вид рыбы. И если взять, допустим, вот русского осетра, он привлекает тем, что у него, во-первых, ряд жучек желтого цвета, брюшко у него желтое, то есть это более яркая, привлекательная рыба. Если говорить об икре, то икра гибрида более крупная, размер икрина. Соответственно, она будет пользоваться большим спросом.
Ну и кроме всего прочего, еще и такой фактор, как вкусовые качества, раз, выход икры. У русского осетра самка может давать, допустим, до 20% от веса икры. У сибирского осетра, ну, в среднем там 13-14%. Понятно. Вот видите, какой он интересный. Вот он гибрид. Тело более светлое. Желтый ряд жучек идет. Вот здесь они желтенькие, здесь вот более светлые. Более такая красивая рыба Да. сама по себе. Вот она отличается от обычного осетра. Сразу бросается в глаза. Вода сливается из бассейнов и поступает далее на очистку. Очистка производится в механическом фильтре через мелкую сетку, процеживается и удаляются, значит, крупные фракции, все взвеси. Вот фильтр работает. Далее уже вода поступает непосредственно на биологическую очистку. В качестве очистки используются бактерии. Можно увидеть, да, вот это вот так называемый биологический элемент, биоэлемент или биозагрузка. Бактерии поселяются вот на этом пластике и живут. То есть они перерабатывают продукты жизнедеятельности рыбы. После того, как вода проходит вот, то есть через систему, значит, далее она там до необходимости догревается, насосами подается на оксигенацию. Вот синенькие два конуса. Это, значит, устройства, в которых вода насыщается чистым кислородом. Это позволяет вот содержать рыбу при больших плотностях посадки. 50 килограмм и более на кубометр воды. Она более насыщенная, чем естественная Да. вода, которая... Все параметры контроля вот здесь на пульте управления. Оператор осуществляет контроль за подогревом воды, аэрацией, водоснабжением. Вот далее мы с вами пройдем цех, где у нас содержатся самки. Вот можно увидеть, следующий понедельник мы от этих рыб получим икру пищевую. Здесь они готовятся по специальной технологии. Здесь необходим температурный режим поддерживать по определенному графику. Рыбам затем делаются инъекции, вызывающие созревание икры. И потом мы искусственным путем, используя микрохирургический разрез, получаем уже икру от самок, сохраняя им при этом жизнь. Через 1,5-2 года самки опять способны дать полноценную икру. Сколько икра растет в рыбе? Вот что я хотел сказать. Сколько Да. икра? Да. Это зависит от температуры воды, в которой она находится. Ага. В среднем 1,5-2 года. У белуг там 3-4 года. То есть у них нерест происходит раз в 4 года. Да, у белуги в 3-4. У осетровых редко бывает, но некоторые вот особи дают каждый год у нас. Это от индивидуальных особенностей уже рыб зависит. Вот как же эти виды выжили в естественном отборе с такой-то длинным сроком размножения? А у карпа сколько раз он может метать икру? Да. Ну, карп часто не рестует. Семейство карповых они вообще очень многочисленные. Карась может дать потомство в течение лета там 4, 5, 6 раз. Все зависит от того, в каких условиях находится рыба. Здесь главный температурный фактор. Если температура хорошая, то есть рыба растет, активно питается, значит она и созревает быстрее. Вот почему занялись этим сибирским осетром? Он в условиях, допустим, там Лены, реки Лена в низовьях, температура воды очень низкие. И там они созревают впервые там 14-16 лет. Как люди практически. Как люди, да. Белуга созревает в возрасте там 18-20 лет. Вот. Сколько же они живут-то? Более 100 лет. А это цех по переработке икры, черной икры. И о том, как она перерабатывается, расскажет директор по развитию Волгореченского рыбхоза. Шангин Вячеслав Леонидович. Так, переработка черной икры – это очень тяжелый ручной труд. У нас нет никакой автоматизации, соответственно, все вручную производится. То есть вот промотали вперед, 8 лет прошло, рыба созрела, мы ее получили, дальше она здесь начинает готовиться. Вот, технолог ее перерабатывает, промывает холодной водой, дальше вручную она укладывается в баночки. Баночки, А когда она солится? ну, солится, соответственно, после промывки. Прям сразу? Уже Да. сразу ее... Сразу упаковываем. То есть икра вся свежая. Вот, ее упаковывают таким образом, чтобы не оставалось воздуха. Вот, потом эту икру ставят
но вы сейчас увидите в специальный вакууматор французский, вот, который удаляет вакуум, закрывает банку, и в таком состоянии она будет храниться в течение 9 месяцев. Есть такая гипотеза, что икра еще готовится в течение 2-3 недель. Вот, например, господа французы, они любят немножко с душком всю продукцию. А продается она где в основном? Продается в основном процентов 40 это территория Российской Федерации, процентов 30-40 это duty free, остальное все за рубеж. Китай, Гонконг, Австралия, Казахстан, Белоруссия. А duty free в смысле российский или по всему миру? Нет, наш российский. Да. При раскладке икры технолог определяет, что за икра, какого сорта. То есть у нас идет 3 сорта. Вот. А какие 3 сорта? Selected, Premium и Classic. То есть традиционные 3 цвета. Была синяя, желтая и красная. Вот у нас такая же история. Потому что рыбхозу уже 41 год. Мы застали советские времена. А от чего зависит сортность икры? От возраста рыбы. Вот это Selected, здесь идет икра от самок свыше 15 лет. О том, что это ваша икра, говорит только вот vrh.ru, vrh.ru, да, это наш сайт. Или вот где-то на больших написано Волгореченск. Сюда мы укладываем стерляжью икру, сюда осетровую икру до 15 лет. Вот, значит, берут, ее вынимают из рыбы, выдаивают, да? Выдаивают, да, рыба остается живой. Потом Ее приносят сюда, она уже Её икра промывают. течет, ее промывают, удаляют, если там есть какие-то лобанцы, например. Промывается, солится. в каких-то емкостях или в чем? Да вот в этих же вазах. Вот В этих же вазах, да, все Там промывается. просто соль и все, или какой-то раствор? Не, есть консервант официальный, варекс, сорбиновая кислота и соль, смесь. Сорбиновая кислота – это вытяжка из рябиновой кислоты. Ну да. Да, то есть тут абсолютно все натурально. Давайте попробуем. Да? Ну давайте попробуем. Сейчас попробуем волгореченскую икру. Так, я покажу, как лучше. Обычно традиционные корщики. Это метод дегустации или метод уже непосредственного употребления? Дегустации. Ладно, Так. представляете? А почему именно так? А чтобы туда ложкой не лазить и микробиологию не заносить. Да, я понял. Иначе придется каждый раз новую ложку. Каждый на что. Такая очень вкусная вещь. Так я никогда еще ни разу не ел так вот черную икру Так, это с ладошки. премиум. Это премиум. Почему, что такого в икре происходит, чем рыба старше становится, почему она становится вкуснее и тем самым дороже? Во-первых, рыба становится более взрослой, да, более зрелой. Это и вкус более насыщенный. Поэтому, чем предыдущий. Да, это классик стерляжи, это осетр до 15 лет, это осетр уже свыше 15 лет. Надо все попробовать, чтобы вот... Ее нужно вот такой холодный есть? И нужно холодно есть. А как называется человек, который доит осетров? Дойщик. Я шучу, нет, рыбовод. Рыбовод. Вот такую черную икру делают в городе Волгореченске под Костромой. А вот там, за теми березками, Волга. Матушка. Все. Спасибо.